Здравствуйте, это новости 24, коротко о главном. Платежную дисциплину жителей региона по электроэнергии обсудили на совещании в правительстве. Теперь будут видеть насквозь. Аэропорт Магаз получил новое досмотровое оборудование. В саду-гигант Ингушетия пытаются спасти деревья и виноградники. Стихия нанесла невосполнимый урон. – 8855 случаев заболевания COVID-19 выявлено в стране за сутки. Общее число больных в России – 458 689 человек. Скончались 5725. Выздоровело 221 388 человек. В Ингушетии за сутки выявлено 39 новых случаев заболевания. Больны коронавирусом 2307 человек, умерли 61, выздоровели 1436. В тяжелом состоянии находится 20 пациентов, из них трое на ИВЛ. Премьер Ингушетии Владимир Сластенин провел рабочую встречу с заместителями генерального директора ПАО «Россети» Северный Кавказ Павлом Дынькинем и Сергеем Поляковым. Обсудили платежную дисциплину жителей региона по электроэнергии. Дисциплину жителей региона по электроэнергии. В последние 2 месяца долги по платежам за электроэнергию населения региона увеличились почти в 2 раза, что может привести к срыву подготовительных работ к зимнему периоду, который требует финансовых ресурсов. Сластенин отметил, что Ингушетия все еще находится в сложной финансовой ситуации. Глава республики и правительство прикладывают все усилия для погашения сформированной ранее задолженности по разным направлениям. У многих бюджетных организаций заблокированы счета по предъявленным исполнительным листам предыдущих периодов. Минфин Ингушетии старается изыскать возможности высвободить эти учреждения из долговых ям в целях оплаты текущих платежей, в том числе за предоставленные коммунальные услуги. По итогам заседания Кабмину республики были даны поручения, направленные на стабилизацию положения. Среди них разработка предложения по внедрению систем единого расчетного центра, которые предусматривают оплату всех коммунальных услуг одной квитанцией, оказание необходимой помощи энергокомпании в оформлении документов для ввода в эксплуатацию первой очереди подстанции в Плиеве, продолжение работы по оценке бесхозного электросетевого имущества и оформлению документов по дальнейшей его реализации. Аэропорт Магаз получил новое досмотровое оборудование. Это 2 современные рентгенно-телевизионные двухпозиционные установки. Их передало Министерство внутренних дел Ингушетии по просьбе главы региона Махмуда Али Калиматова. Аппаратура позволит распознавать запрещенные к перевозке предметы и вещества, что будет очень кстати при открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту. Диана Дударова с подробностями. Все ради повышения качества обслуживания пассажиров. Аэропорт Магаз обзаводится новой современной техникой. С грузовой машины работники аэродрома выгружают досмотровое оборудование. Это 2 рентгенно-телевизионные установки для проверки багажа и груза. Новое оборудование безвозмездно аэропорту Магаз передает Министерство внутренних дел Ингушетии. Обеспечить объект стратегической важности современной системой досмотра – инициатива главы региона Махмуда Али Калиматова. Стоимость оборудования составила более 5 миллионов рублей. Мы надеемся, что данное оборудование поможет в обеспечении безопасности при осуществлении авиаперевозок в нашем аэропорту. В этом у работников авиагавани нет никаких сомнений. Уверены, что функциональность новых двухпозиционных установок позволит расширить спектр услуг и улучшить безопасность. В ближайшем будущем здесь планируют запустить международные рейсы. Работа над присвоением аэропорту статуса международного возобновлена с 15 мая. По этой причине руководство аэропорта обратилось к правительству региона с просьбой обеспечить аэровокзал новым досмотровым оборудованием. Прежняя система, которая проводит проверку багажа, работает более 10 лет. На их качество у работников нет никаких жалоб. Однако их ограниченное количество не позволило бы справиться с обслуживанием пассажиров при открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту. Оборудование очень хорошее, оно находилось на складе, оно новое.
и очень необходимо нам для нашей работы, для обеспечения авиационной безопасности, для улучшения качества обслуживания пассажиров, для ускорения работы. В планах аэропорта и руководства республики открытие пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Магаз. И обязательно нам эти установки понадобятся, будут нужны. Теперь распознавать запрещенные к перевозке предметы и вещества будет намного легче. Этому больше всех не нарадуются работники пункта досмотра. Прежнее однопозиционное оборудование позволяет видеть картинку только с одного ракурса. При большом пассажиропотоке это усложняет процесс проверки багажа. Теперь же преимущества новой техники помогут сотрудникам аэровокзала сократить время обслуживания пассажиров. Быстрее проверка пассажиров, багажа ихнего. Личный досмотр быстрее будет проходить уже, так как эти интерскопы, они однопозиционные. Сейчас придут новые позиционные, они снимают и сбоку, и сверху. Так как будет проходить досмотр, с ними уже проверка уже тщательная. Лучше досматривается, быстрее проходит досмотр, быстрее улетают пассажиры. Уже совсем скоро новое оборудование установят на аэровокзале. Правда, рейсы в Москву 3 раза в день еще не возобновлены. Ежедневно вылетает самолет Аэрофлота. Авиакомпании «Ютер» и «Победа» совершают несколько перелетов в неделю. Когда авиакомпания заработает в прежнем режиме, пока неизвестно. Диана Дударова, Майербек Межоев. Новости 24. Вчера был опубликован ролик в поддержку голосования за поправки в Конституцию, в котором, среди прочих граждан России, выразил свою поддержку поправкам ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко. Реакция оппозиции была мгновенной. В частности, Навальный опубликовал в соцсетях пост с комментариями к видеоролику. Блогер выступил с резкой критикой в адрес участников видео, назвав их предателями. Вся общественность сегодня выступает в защиту того, кто в суровые 40-е, не думая, что удостоится таких отзывов, защищал страну от захватчиков. Ветераны Великой Отечественной, к большому сожалению, их осталось мало сейчас среди нас. Это пример воспитания нашей молодежи, это пример патриотизма, пример самоотверженности. То, как надо при необходимости защищать Родину ценой своего здоровья и даже жизни. И при таких обстоятельствах высказываться нелестно об этих людях – это кощунственно и бесчеловечно. Я возмущен тем, что люди, которые родились в Советском Союзе, выросли в Советском Союзе, в частности в Российской Федерации, знают историю, читали, видели в фильмах все ужасы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, знают, через что пришлось пройти бойцам Красной Армии на полях сражений, через что пришлось пройти и труженикам тыла, могут не то чтобы высказаться, даже подумать что-то нелестное об этих людях. Я бы не назвал таких людей вообще людьми. Это существа, которые достойны всякого презрения здорового общества. Все мировое сообщество, не говоря о нашей стране, осуждает подобные явления, явления вандализма, явления уничтожения участников Великой Отечественной войны. И я уверен, если бы таким существам пришлось бы в 40-е годы прошлого века защищать нашу Родину, они были первые в рядах перебежцев и предателей нашей страны. В Ингушетии до сих пор устраняют последствия мощного урагана, который пронесся на этой неделе по населенным пунктам и городам нашей республики. К примеру, в Назране жители одного из районов решили наравне с коммунальщиками выйти на улицы и очистить дорогу от поломанных деревьев, опавших веток и прочего мусора. Микаил Тангиев о хорошей инициативе. Вооружившись бензопилой, топором и перчатками, жители одного из районов Назрани дружно вышли сегодня на одной из прибрежных улиц вдоль Алханчурского канала. Цель одна – привести в порядок дорогу, которая сильно пострадала в результате непогоды в минувшую среду. Глядя на взрослых, желанием помочь загорелись и местные ребятишки. Имран Хамадханов учится в 6 классе. Сейчас у них каникулы. Вместе с друзьями он мог бы остаться дома и играть в видеоигры. Но мальчик уверен, лишние руки не помешают. Ты ради чего вышел со взрослыми? Чтобы помогать, чтобы было всем легко, чтобы убрать все ветки, чтобы было лучше, чтобы машины проезжали. Вот из-за этого я хотел помочь.
Около 30 человек трудятся бок о бок над тем, чтобы расчистить дорогу и плюс ко всему расширить ее на несколько метров, срубив высохшие ненужные деревья. Для этого жители наняли несколько единиц спецтехники. Протяженность улицы составляет 1 километр. Помимо деревьев, во время урагана были повреждены линии электропередач, но их уже восстановили, также при поддержке местных жителей. В будущем назрановцы планируют благоустроить прибрежную территорию и сделать на этом месте небольшой парк. Тут находятся два моста за каналом. Есть в районе стадиона мост и в районе пенсионного фонда. Красивый мост нам сделали в районе пенсионного фонда. И мы вот это весь промежуток, чтобы не обделять людей, полностью хотим все вот это, чем мы можем помочь. Иншаллах, я думаю, у нас получится и дорогу расширить, и все. Потому что вот даже 2 машины не могли здесь приехать. Сталкивались, царапались, деревья разрослись. В результате стихии в Назране было повалено 30 рекламных щитов, не говоря уже о многочисленных повреждениях линий электропередач. Огромный фронт работ был проделан городскими коммунальщиками, которым в целях безопасности пришлось срубить сотни стволов деревьев. Только лишь по одной улице Картоева уже вывезли 2 КАМАЗа мусора. Мы после урагана сразу вывели все наши силы, убрали все, что могли. Этот день убрали, сейчас до сих пор убираем. Ну, сейчас практически мы закончили то, что стихийным бедствием разрушили, мы все убрали. Сейчас осталось только, где частный сектор вывозят. Вот они сейчас выставляют на центральной улице, вот это сейчас мы вывозим. Внезапная стихия в прямом смысле обрушилась на регион, как гром среди ясного неба. Не все оказались готовы к таким последствиям от природного катаклизма. Понемногу регион приходит в себя, и благодаря слаженной работе спецслужб и жителей республики от последствий урагана вскоре не останется и следа. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Досталось и аграриям, и садоводам. Урожай побит градом, выкорчеван ветром, затоплен ливнем. Необходима срочная реанимация. В саду «Гигант» Ингушетия также подсчитывают убытки. Здесь пострадало почти 90% фруктовых деревьев. Идрис Ижиев с подробностями. Сейчас на обширной территории сада «Гиганта» синее небо и солнце высоко над горизонтом. Однако еще несколько дней назад здесь было настоящее стихийное бедствие. Ураган, который вихрем пронесся через нашу республику, сносил крыши домов, заборы и даже выкорчевывал деревья. На здешних полях высажены сотни гектаров самых различных фруктовых деревьев. К примеру, на этом участке в строй стоят яблочные. Именно эти сочные фрукты являются визитной карточкой предприятия. Если не присматриваться, кажется, будто все не так уж плохо. Деревья стоят и даже листва на месте. Но при ближайшем рассмотрении совсем другая картина. Полностью избиты, изранены ветки 1-го, 2-го, 3-го поколения. Избит центральный-проводник, полностью изранен. Град, он такой был интересный, он был такой острый и пробивал все. Практически ничего живого на этих деревьях он не оставил. В связи с чем у нас будут очень большие проблемы с спасением этих деревьев, так как приходится вместо одной обработки в течение этой недели нам придется через день работать фунгицидами, против стрессовыми препаратами и гормонами. Погода и без урагана стала причиной гибели 66% урожая. Если брать отдельно по культурам, то плоды абрикоса, груши, персика и яблок были уничтожены примерно на 90% от всего количества. А общие потери составили более 80%. Сейчас осталась надежда на виноград. Об урожае говорить пока рано. Главное спасти само растение. Как мы видим, здесь отбиты все листья. Отбит верхушечный побег, который идет вверх. В связи с этим он где-то на неделю-две приостановится рост, пока вот этот побег не пойдет в рост. Обычно эти побеги удаляемы, но из-за того, что здесь побит этот побег, придется сейчас надеяться на этот побег, чтобы он пошел в рост и дал нам лозу, довел до конца.
Вместо запланированных обработок от вредителей рабочие заняты восстановлением здоровья деревьев. В ближайшее время персонал продолжит опрыскивать растения специальными антидепрессантами и вручную удобрять поля. Гормон он будет усиливать рост новых побегов. Антистрессовые антидепрессанты, они как бы снимут с него стресс, который принес эти раны. Те фунгицидные препараты, надеемся, что они залечат раны и оставят деревья без последствий, таких как парша, бактериальный ожог. Он вообще критичный. Это вообще опасная болезнь, если она затронет нас. Даже после таких потерь работники предприятия полны оптимизма. Сейчас главное терпение и благоприятные погодные условия. Если ничего не помешает, аграрии планируют в течение года полностью восстановить весь ущерб. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Бригада московских врачей продолжает вести прием пациентов, переболевших или находящихся на лечении по COVID-19. Сегодня специалисты из столицы России прибыли в Республиканский центр фтизиопульмонологии. Параллельно диагностике здесь дают мастер-классы коллегам по цеху. Тамара Хашагульгова об этом подробно. У Тархана Тимирханова хроническая болезнь почек, а значит, он в группе риска. Прекрасно это осознавая, мужчина решил провериться на ковид. Хотя никаких симптомов болезни, кроме кашля, у мужчины не было. А вот у Зухры Евлоевой и ее детей напротив все признаки были налицо. Повышенная температура, кашель, слабость. Поэтому прием у московской бригады она пропустить не могла. Ведь в составе бригады инфекционист, пульмонолог, хирург, анестезиологи, рентгенологи. Главная задача специалистов – помочь в лечении пациентов с коронавирусом. У детей уже месяца 2 вот так вот идет в такой вяло текущей форме. Ни хуже, ни лучше. Вот поэтому мы пришли проконсультироваться. Так мы прошли курс лечения какой-то свой. Опыт хороший у них должен быть. Вот нам это очень приятно и нам важно это. Но в то же время я не хочу сказать, что и отметить наших врачей, наших медработников Ингушетии, которые вот самоотверженно, можно сказать, вот в такой обстановке работают, не прекращая в полную силу. Сегодняшний визит московских медиков не предполагал амбулаторного приема, только теоретический обмен опытом с работниками центра. Однако проверить свое здоровье, получить необходимые рекомендации смог любой желающий. К слову, в таком формате бригада докторов работает уже 2-ю неделю. Параллельно с тем, что мы анализировали ранее проведенные исследования, смотрели их динамики, также мы провели прием нескольких пациентов, которым тоже в режиме онлайн, что называется, выполнили компьютерную томографию органов грудной клетки. В ряде случаев удалось исключить какие-либо изменения, подтвердили мы все это дополнительными экспресс-тестами. В ряде случаев мы отметили регресс тех изменений, которые были первично отмечены. Одну пациентку отправили на госпитализацию, но, к счастью, не по ковиду, а по другим проблемам, связанным с кардиальной патологией. Получить советы от тех, кто работал в красной зоне. Для ингушских врачей это не просто слова. Ведь в Центр фтизиопульмонологии ежедневно на КТ-исследования поступает более 100 человек с коронавирусом или подозрением на него. Обсуждались пациенты, проводился разбор ошибок, давались какие-то рекомендации. Соответственно, находили какие-то общие вопросы дальнейшей тактики ведения больного, лечения больного. На КТ, по КТ-обследованиям тоже были разобраны случаи, которые вот нас беспокоили, сложные случаи. Были даны клинические рекомендации. Ситуация с ковид в Ингушетии, по словам московских медиков, стабильная. Количество поступающих пациентов планомерно снижается. Однако все равно нужно держать руку на пульсе. Поэтому в планах у медиков посетить все медучреждения, работающие с коронавирусными больными, повторно. Тамара Хашагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.
Ко Дню Республики и профессионального праздника экологов в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» проходит масштабный экологический субботник по очистке и благоустройству водоохранной зоны и берегов реки Ассы на протяжении от Нестеровской до Галашки. Об этом наш корреспондент. С 9 утра экологи, егеря, общественные организации и сотрудники районной администрации собрались на очистку прилегающей территории реки Асса. Кучи мусора, отдыхающих здесь жителей региона, появляются буквально каждый день. За территорию, где проходит акция, отвечает Хизыр Хучибаров. Он каждый год организует здесь субботники. Говорит, что весной 2019-го здесь было намного грязнее. 70% меньше мусора. Да, практически нет. Люди сейчас не выходят, и погода не позволяет. В связи с этой болезнью все дома сидят. На речке сейчас в данное время мало людей. Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов в России стала традиционной. Ингушетия уже 4-й год подряд занимает на ней заслуженное первое место. Вот и в этом году они претендуют на золото. 300 участников субботника пришлось разделиться на 3 группы: Нестеровская, Алхасты и Галашки. Учитывая тяжелую эпидситуацию в республике, прихватили с собой маски, перчатки и антисептики. Ввиду того, что у нас идет пандемия коронавируса, мы не смогли масштабно всех собрать. Здесь находятся непосредственно сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии, а также подведомственных организаций наших. Но также к нам присоединились участники сообщества охотники и рыболов республики. Эти ребята нам оказывают тоже помощь. Увидев пост о проведении субботника, приехали на акцию и участники конной спортивной школы «Дикая дивизия». Все вместе собрали более 250 больших мусорных пакетов. Принял участие в сборе мусора исполняющий обязанности Минприроды Магомед Евлоев, а также глава района Магомед Зейтов. بقول شاش حد يحكي عدو خش شو شاش عمقوس موتك بحمية شاش ثاني باكيت شيء ليش يا أهم شوش حمية حياش باكيت شو عشية اللي دعشي وقتي ماشينش دعوة عندي خدر دي إذا ديش سهل شو أوز أخا كوك أوت بموتك خجات إيش دي خدر دال إيمانش دال دوي وعشاق يتر بركتي خلط. По словам главы района, здесь, на берегу Ассы, запланировано строительство курортной зоны. Этой территорией займутся инвесторы. Так люди будут платить за отдых, а мусор уже собирать начнет частная организация. Собранный утиль будет вывезен на полигон в Сунжу. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24. 6 июня в стране традиционно отмечают День русского языка. Праздник был учрежден еще в 2011 году Владимиром Путиным. В России, да и во всем мире, этот день неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Его называют основоположником современного русского языка. Писать просто о сложном было его отличительной чертой. Именно поэтому произведения Пушкина так легко запоминаются и остаются в памяти на всю жизнь. В связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий, приуроченных к писателю, переносятся в онлайн-режим. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.